Всем привет, с вами Варган 74, меня зовут Максим Тамонов, и это значит, что время пришло поговорить о варганах. И сегодня на повестке дня у нас шикарная посылка из Якутии от мастера Эдуарда Тарабукина. Что ж, устраивайтесь поудобнее, заваривайте себе чаек, а я пока вскрою эту посылку. Кайф. Три. 4. Значит так, вскрыли мы посылку, и на столе у меня лежат раз, два, три, четыре. 4 вот таких красавца хомуса. Беру первый попавшийся, начинаю рассматривать. Хомусы идут вот в таких замечательных футлярах. У футляра довольно довольно оригинальная форма. Да, такие острые углы с легкими скругленными элементами вот здесь. И весьма узнаваемая форма у хомуса. Давайте рассмотрим его поподробнее. Вот такой красавец. Хомус имеет классическую якутскую форму. Круглое кольцо, сходящееся на конус деки, но при этом с такой все же авторской интерпретацией. Кольцо у этого хомуса более сплющенное, более широкое. И, как вы можете заметить, давайте вот посмотрим, как свет играет, да, на гранях. На кольце хомуса отчетливо видны следы ковки. Это фишка современных хомусов мастера Эдуарда Тарабукина. Оставлять, значит, вот эти все неровности. С обратной стороны мы видим клеймо. Что касается звуковых характеристик, да, характеристик хомуса, которые влияют на звук, здесь все очень хорошо. Прям очень узкий у загиба и широкий у основания язычок, очень высокая конусность. Зазоры сведены практически в ноль. Ну, давайте тестировать звук, что ли. Так, берем телефон, берем тюнер. Так. И попадаем в ноту Си 432 Гц. Си контр-октавы. Как обычно, сначала испробую все 4 хомуса, а затем выскажу свое мнение. С вашего позволения надену наушники.
Итак, это был тест хомуса Эдуарда Тарабукина в ноту си контр-октавы. Незамедлительно перехожу к следующему. Аналогичен предыдущему. Беру хомус, беру тюнер. Ну и получаю такую якутскую настройку примерно в ля диез контр-октавы. То есть на полтона, еще на полтона пониже получается. Что ж, давайте пробовать. Отлично. Мне очень нравится
Звонко, четко, никаких вопросов. Берем следующий хомус. Тестируем ноту. Здесь такая тоже якутская настройка. Ближе всего к соль диез контрактавы. Очень мягкий язычок и очень долгий сустейн. Класс. Приятный, очень басовый, очень низкий, при этом с такими хорошими высокими обертонами. Мои рекомендации. Заключительный хомус на сегодня. Как классно. Снова си контрактавы.
Вот так. Напоследок устроил скачки. Что ж, это были мои импровизации на хамусах Эдуарда Тарабукина. Ставь палец вверх и расскажи, какая из них понравилась тебе больше, а я пока выскажу свое скромное мнение о каждом из них. Ну что, дорогие мои, теперь мое скромное мнение, как и обещал. Итак, сегодня мы распаковали хамусы Эдуарда Тарабукина. И у нас с собой было 4 инструмента в разные ноты. 2 было в ноту Си, контр-октавы. 1 был в ля диез, 2 в соль диез. Начну вообще с того, что у этих хамусов общего, а потом перейду к оценке каждого в отдельности. Все 4 хамуса, без исключения, имеют увесистый кованый корпус, очень красивый, с аутентичным кованым дизайном, с такой приятной шероховатой рамой, которая очень тактильно приятна и очень удобно лежит в руке, что важно, потому что когда ты играешь на хамуте и вообще на варгане, ты не должен думать о том, удобно тебе, неудобно. Рама должна лежать как влитая. И вот в данном случае это условие соблюдено. Что касается язычков, язычки здесь имеют такую очень интересную форму. Она вроде бы стандартная, но все-таки отличается от работ коллег. Обратите внимание, язычок очень широкий у основания и очень узкий, как иголочка у загиба. И вот эта форма, вот именно вот это узкое пространство у загиба, оно и создает вот эти прекрасные обертоны и вот эту невероятную отзывчивость. Хамус хорошо ведет себя при традиционном классическом якутском бое на себя и при этом хорошо отзывается на европейский бой. Загиб здесь, примерно 90 градусов. Чуть больше, может быть. 90 градусов. Колечко очень аккуратное, очень маленькое. И все это создает как раз таки удобство при игре. То есть палец не цепляет большое кольцо, а аккуратно по нему скользит. Как это отражается на игре? Да самым благоприятным образом. То есть ты не думаешь, что у тебя сейчас хамус где-то цокнет. У меня, по-моему, ни один хамус ни разу не цокал. Хотя, повторюсь, язычки достаточно мягкие и отзывчивые. А что еще дает эта форма? Отзывчивость к дыханию. Вот любой ваш вдох, выдох, придыхание какое-то легкое, все это отражается на звуке, на динамике, либо на ритмике варгана. Инструмент начинает звучать очень громко, я бы даже сказал агрессивно, если подключить дыхание. Что еще понравилось? Хамус прекрасно реагирует на все уровни артикуляции. Вот мельчайшее движение губами, языком, глоткой, подъязычными мышцами, небом. Все это отражается на звуке. Все это создает такую красивую полифоническую обертонную картину, в которой очень интересно разбираться. Если совсем уж придираться к хамусу, то такой звук может показаться неуправляемым. Но это только по неопытности. Там очень много таких так называемых клавиш, очень много так называемых струн, все из которых звучат. Но если концентрироваться отдельно на каждом обертоне, можно понять, что хамус слушается вас беспрекословно. И это самое главное в хорошем профессиональном инструменте. Теперь, что касается каждого хамуса в отдельности. Хамусы в ноту Си были чуть жестче по характеру игры, чуть быстрее. Вот на последнем мне прям удалось так разогнаться односторонним боем. И так интересно, хамусы реагируют на диафрагму и на вибрато. Вот вибрато диафрагмой, вибрато дыханием звучит просто восхитительно. Несмотря на то, что все хамусы настроены в контр-октаву, все они имеют приятный такой высокий диапазон. Можно
опускаться низко, 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 басить, 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 потом резко уйти вверх. И это также создает, огромное обширное поле для экспериментов со звуком. Инструмент в ноту ля диез показался мне такой, золотой серединой между этими тремя настройками. Он не слишком жесткий, не слишком мягкий. Он уходит уже в сторону такой басовитости. Есть приятная фирменная хрипотца в голосе, которой можно управлять. И при этом хомус достаточно разносторонен, у него есть и высокие обертоны, и средние, и низкие. Басовый хомус в ноту соль диез контрактавы мне почувствовался как самый мягкий. У него язык на чуть-чуть мягче остальных, и вот это чуть-чуть задает основной характер игры. Она здесь такая более медленная, более вдумчивая. При этом с возможностью поиграть и в среднем темпе. Общее мое мнение о хомусах самое положительное. Я сотрудничаю с Эдуардом ровно столько, сколько существует мой канал. Буквально с самого открытия уже более 10 лет. У меня есть в арсенале его хомус, я им очень доволен. Каждый раз приходит новая посылка, новая партия. Я восхищаюсь этими хомусами. Хочу оставить себе какой-нибудь в личное пользование, потом передумываю, и в следующую партию хомусы приходят еще лучше. То есть с каждым разом виден какой-то такой постепенный поступательный рост, и это очень здорово. Я напоминаю, что все 4 хомуса вы можете заказать по ссылке в описании. Напишите, пожалуйста, какой из хомусов вам понравился больше, и заказывайте его удобным для вас способом. Все ссылки будут в описании. А на сегодня все. С вами был Варган74, меня зовут Максим Тамонов. У нас с собой было 4 вот таких замечательных хомуса от Эдуарда Тарабукина. Заказывайте их по ссылке в описании. Ставьте палец вверх под видео, подписывайтесь на канал, жмите в колокол. До новых встреч в эфире. Всем радости, удачи, здоровья.